Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Оздоровление медицины. Условия замечательные, потому что тепло, удобно. Гардеробная есть, тоже большой плюс. Республика начинает год с открытия целого ряда медучреждений. Расскажем о системном развитии здравоохранения и опыте, который признали лучшим в масштабах страны. Евгения Григорьевна, искренне вас благодарим за ту поддержку, которую вы нам оказываете в этой части. Спасибо большое. Сила в единстве. Год единства народов России объявляю открытым. Как Башкортостан стал домом для сотен национальностей, куда приезжают не только из соседних регионов и стран, но и из океана. Я живу своими мечтами в Башкортостане, и это лучшая жизнь, которую я мог себе представить. Круговорот вещей. Что происходит с мусором, попадающим на свалки, и как в регионе развита переработка вторсырья? В 2024 году началось производство утеплителей КАВАТа из вторичного сырья. Это бумага, отходы производственного потребления и макулатура. На передовом рубеже высоких технологий. Кажется, что это у нас просто сажа, но на самом деле это функциональные углеродные материалы, именно нанотрубки. Республика шагает в ногу с мировой наукой. Над чем трудятся башкирские ученые? На самом деле это и есть результат нашей многолетней работы. Это уже готовый асфальтобетон, готовые рецептуры. Оздоровление медицины. С начала года в городах и районах Башкортостана открылось уже несколько учреждений здравоохранения. Строительство новых и капитальный ремонт существующих больниц и поликлиник продолжается. Ради Хабиров держит на личном контроле вопрос оказания жителям региона качественных услуг на современном оборудовании. А некоторые республиканские проекты признаны лучшими в России и будут тиражированы в других субъектах страны. Какие именно, узнал мой коллега Азат Садриев. Василиса Багаудинова стала одной из первых пациенток новой женской консультации в селе Малаяз. Девушка ждет второго ребенка. Обследование ей провели на современном оборудовании и в комфортных условиях. По словам местной жительницы, она даже не ожидала, что здание получится таким красивым и удобным. Очень много специалистов, это очень большой плюс. Условия замечательные, потому что тепло, это очень большой плюс для беременных. Комфортно. Удобно. Гардеробная есть. Тоже большой плюс, потому что обычно в куртках тоже неудобно было. Медучреждение также имеет кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и дневной стационар, которого раньше не было. Женская консультация в Малаязе стала первым подобным объектом в России, открытым в рамках национального проекта «Семья». Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену и будет обслуживать 12 тысяч жительниц района. Врачебные кабинеты, условия, созданные для пациентов, оценил и глава республики. В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Охрана материнства и детства» медучреждения оснастили специализированным оборудованием для УЗИ-диагностики, маммографии, кольпоскопии и лабораторных исследований. Сама модульная конструкция построена с учетом требований к процессам оказания медицинской помощи и бережливого производства. В режиме видеоконференции в открытии женской консультации приняла участие заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Вот мы сейчас как раз посмотрели оснащение, просто замечательное оснащение, и хочется верить, что здесь, конечно, нашим мамочкам будет комфортно. Поэтому я всех коллег поздравляю с этим. Евгения Григорьевна, искренне вас благодарим за ту поддержку, которую вы нам оказываете в этой части. Спасибо большое. Я от лица Минздрава поздравляю всех и своих коллег, и жителей с таким прекрасным, в общем-то, светлым и добрым событием. И хочу сказать, что это тоже реальный шаг
который сделан вот для населения в рамках реализации национальных проектов, которые разработаны, реализуются по поручению нашего президента и направлены на сохранение здоровья, благополучия населения и на поддержку семьи. Проект, разработанный в Башкортостане, был признан Минздравом России лучшим в стране и рекомендован к тиражированию в остальных субъектах. Параллельно с Малоязом такие же женские консультации открыли в Хайбулинском, Караидельском и Балтачевском районах. В торжественном событии приняли участие и молодые мамы. Очень светлая, красивая, уютная. Даже есть игровая комната. Если приходишь со старшими детьми, можно оставить. Тут есть все. Процедурный кабинет, терапевт. Даже есть дневной стационар, в случае чего. Очень рада, спасибо большое. На неделе Ради Хабиров также посетил обновленную поликлинику клинической больницы скорой медицинской помощи в Уфе, которая начала работу в декабре прошлого года после капитального ремонта. Его провели в рамках региональной программы модернизации учреждений здравоохранения столицы. Поликлиника обслуживает более 28 тысяч человек, ее мощность 450 посещений в смену. В здании располагаются 9 терапевтических участков и дневной стационар. Для приема пациентов с признаками ОРВИ создали новый бокс с отдельным входом и комфортной зоны ожидания. Я специально приехал посмотреть, вот мы же приняли решение. Я же говорю, что мы сейчас вам в селах, в районах сельских такие поликлиники строим, а в Уфе вот они в очень таком сложном состоянии. Поэтому вот у нас мы договорились 1,5 миллиарда каждый год на здравоохранение первичку Уфы. Это наша программа республиканская. Потому что то, что касается сельских районов, есть президентская программа. Вот мы такой баланс выравниваем. К новоселью готовятся и врачи села Бакалы, где завершается строительство нового корпуса Центральной районной больницы. В здании разместили консультативно-диагностический блок, фильтр-бокса с отдельным входом, кабинеты специалистов и женскую консультацию. Корпус рассчитан на 150 посещений в смену. Также в январе начала работу детская поликлиника Янаульской ЦРБ. Готовы к приему юных пациентов в учреждениях в Благовещенске и Учелах. По данным Минздрава Республики, в первом полугодии начнется строительство новой поликлиники в Иглино. В планах на 2026 капитальный ремонт детского стационара в больнице города Октябрьского и стационара Исенгуловской ЦРБ. Установка 8 быстро возводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Медучреждения будут открыты в рамках национальных и региональных проектов. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Виктор Демидов. Итоги недели. В Салаватском районе Ради Хабиров не только открыл новые медучреждения, но и ознакомился с другими объектами. В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в селе Малояз ведется капитальный ремонт музея Салавата Юлаева. Работы начались в марте прошлого года. Строители уже смонтировали новую кровлю, фасад и входную группу. Обновили окна, заменили канализацию и водопровод. В этом году планируют завершить внутренние работы. Первое, что нужно было сделать, конечно, навести порядок с сетями, с крышей, с фасадом. Вот эта вот лестница, она вся полетела. Тут, в общем, в таком безобразном состоянии все это было. Поэтому в первую очередь мы сделали внешние контуры, я говорю, фасады. Мы в следующем году еще территорию немножко вот здесь вот почистим, чтобы территория красивая была, все-таки такая парковая зона. Вот. И сейчас внутри отделочной работы, где-то вот год мы будем этим заниматься. Экспозиция музея Салавата Юлаева полностью изменится, потому что именно та экспозиция была создана более 20 лет назад. Сегодня музейные технологии, они полностью изменились, и мы хотим, использовать в этом музее более современные музейные технологии, которые у нас сегодня в мире существуют. Еще один долгожданный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и стадионом. Малояз – достаточно большое село, и после завершения строительных работ у жителей появится возможность заниматься разными видами спорта в комфортных условиях. Также в рамках рабочей поездки в Салаватский район Ради Хабиров встретился с родственниками погибших участников СВО. Глава Башкортостана выразил соболезнования родителям и женам героев, передал им ордена Мингалиша и Муратова, которых военнослужащие были удостоены посмертно. Ради Хабиров подчеркнул, что республика окажет всю необходимую помощь семьям и детям военнослужащих, а память о героях будет увековечена.
В России официально дали старт году единства народов. Он открылся 5 февраля в Москве с большого марафона при участии Владимира Путина. Делегация из нашей республики присоединилась к мероприятию, а молодежь Уфы вышла на видеосвязь со всей страной. Башкортостан – один из показательных регионов. О том, как здесь в мире и согласии живут представители разных народов, расскажет наш корреспондент Алия Эльтубаева. Они чуть-чуть позже начинают говорить, потому что сразу два языка слышат, и английский, и русский. Для Джеффа Монсона Башкортостан уже как вторая родина, поэтому и детей своих приучает говорить на двух языках. Через игру знаменитый боец-американец и сам подтягивает русский. В республику он переехал 5 лет назад, и именно здесь, как признается, обрел свое счастье. Я постоянно ездил в Америку и обратно, каждый месяц возвращаясь в Россию. Было очень комфортно, хороший дом и машина в Майами. А тут я встречался с друзьями и продолжал работу, даже завершив карьеру. Но на СВО я потерял 5 своих друзей и дальше не смог находиться в нейтральной позиции. Поэтому отказался от американского гражданства и стал гражданином России. Сначала было непросто, но мы открыли много новых спортивных школ, в центре реабилитации для детей с инвалидностью. Я живу своими мечтами в Башкортостане, и это лучшая жизнь, которую я мог себе представить. Так и свою судьбу Джефф нашел в России. Они познакомились 3 года назад. Сама Екатерина не знает английский, да и мужчина пока с трудом говорит на русском. Но это не мешает им понимать друг друга с полуслова. Если у нас бывают какие-то недомолвки, и мы хотим друг друга точно понять, мы берем переводчик, и через переводчик начинаем. Ты видишь, ты понимаешь, что для меня сложно принять? Это американский юмор, я не могу к нему привыкнуть, эти шутки. А что касается домашних привычек, это ходить в обуви. Это просто что-то. Только уберешься, намоешь, Джефф придет, чистые ботинки, грязные, без разницы. Он пошел по всей квартире, для него это нормально. Просто принимаем друг друга такими, какие есть. Таких разных историй в Башкортостане множество. Союз Хабиба Магомедова из Дагестана и башкирки Алии Муслимовой укрепили общие духовные ценности и, конечно, любовь. Татарка Эльвира и индус Ракеш 10 лет назад познакомились во время круиза и сейчас воспитывают 3 детей. Держат кафе индийской кухни в центре Уфы. А вот Аяна и Самба Айдуб, переехавшие из далекой Тывы в Иглинский район, в конце прошлого года привносят свои искусства и традиции в местном доме культуры. Для нас тоже это будет опыт. Тем более дети будут разговаривать с носителями и русского языка, и башкирского языка. Им интересно. Кстати, они тоже в школе начали изучать башкирский язык. Не зря четверть века назад Владимир Путин сравнил Башкортостан с каплей воды, сказав, что в нем отражается вся Россия со всем ее многообразием. 5 февраля в Москве президент дал старт году единства народов. Нас объединяло стремление все сохранить. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу брат. И это очень дорого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство. К большому марафону присоединился и Башкортостан. Молодежь Уфы вышла на видеосвязь со всей страной. А наш марафон «Россия. Семья семей» подхватывает Республика Башкортостан. Уфа! Приветствую вас! Мы рады вас приветствовать из самого сердца Урала. Республика Башкортостан поприветствовала всю Россию и представила номер «Молодость» с башкирским номером. Но на фоне была вся молодежь, и мы показали многонациональность нашей республики. Сложившиеся межнациональные отношения – это результат постоянной и взвешенной работы на всех уровнях. Семья – это та ценность, которая нас всех объединяет. В каком бы уголке России мы ни жили, для нас уважение к старшим, воспитание младшего поколения, сохранение семейных ценностей, любовь к малой родине, патриотизм – это наши большие ценности, которые мы должны хранить всей душой. С самого начала спецоперации Башкортостан находится в центре информационных атак, действующих из-за рубежа. Национальная политика давно перестала быть только вопросом культуры или языка. Сегодня это вопрос безопасности страны. Это отметил и глава республики в ходе недавнего послания Госсобранию Башкортостана. В этом зале есть немало тех, у кого по ту сторону фронта остались родные,
близкие люди, друзья. Бьемся сегодня, чтобы, как и 80 лет назад, освободить братский украинский народ от уз нацизма. С начала 2026-го в муниципалитетах прошло множество мероприятий, приуроченных к Году единства народов. Межрайонный зимний сабантуй в Крымскалинском районе, в Уфимском турнир по пляжному волейболу, а в Стерлитамаке состоялся масштабный концерт с выставкой народных промыслов и мастер-классами. Конечно, когда развиваешься со всеми вместе, это более интереснее и видишь единение всех народов в одной конве. Если даже вышивку взять, многие национальности, взять русских, чувашей, мордва, белорусов, даже башкир. Национальный узор един у многих народов. Башкортостан, республика с уникальным кодом дружбы, вступила в год единства народов не просто как участник в этом вопросе, она в авангарде страны. Потому что наши жители знают, что настоящее единство кроется в сердцах людей, в их истории, культуре, семье и уверенности, что за спиной надежное плечо соседа. Алия Эльтубаева, Булат Закирьянов. Итоги недели. В Башкортостане создается рабочая группа, которая будет усиленно заниматься без вести пропавшими бойцами. А еще на неделе Ради Хабиров подписал указ о создании комиссии по сохранению памяти об исторических событиях и подвигах жителей региона во время СВО. Все это отклики недавнего послания главы республики, где ключевой темой стала поддержка участников спецопераций и их семей. Тему продолжит Руслан Патаргариев. Аппарат называется «Армео» для разработки локтевого сустава, плечевого, кисти. То, что как раз сейчас нужно связисту танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Нурик». В августе прошлого года на очередном боевом задании рядом с ним взорвалась мина. Осколки попали во все незащищенные броней части тела. Один из фрагментов снаряда застрял в сантиметре от позвоночника. Манипуляцию для движения как раз разрабатываем. Полезные зарядки, зарядки делаем, электролечение различные. Пресс, для ног особенно очень хорошо помогает. Изменения ощущаются? Да, ощущаются, да. Были боли, до этого ноги болели, сейчас потихоньку все уходит. Оказать квалифицированную помощь и реабилитировать участников специальной военной операции. В сегодняшних реалиях это задача номер один для Республиканского госпиталя ветеранов войн. Все условия для этого есть. В распоряжении врачей эффективные тренажеры и современное медоборудование. Мы проводим высокотехнологичную комплексную реабилитацию нашим бойцам. За это время было реабилитировано 1500 наших ребят. Поэтому весь коллектив госпиталя за это время приобрел значительный и во многом уникальный опыт работы именно с военными травмами. Все по-домашнему, по-доброму. Это удивительно. Только я такое встречал в Башкирии. Был уже в нескольких госпиталях, но дома у себя ощущаешь реально дома. Все для победы. Эта тема стала главной на недавнем послании главы республики. Большое внимание в своем выступлении Ради Хабиров уделил тем, кто возвращается из зоны боевых действий. По итогам в республике сформирован план на ближайшие 4 года по созданию системы восстановления здоровья, включая физическую, психологическую и социальную реабилитацию участников СВО и членов их семей. 110 на соревнованиях поднимал с этим протезом спортивным. Личные рекорды в зале ставят и ветеран СВО из села Толбазы, который несколько раз в неделю приезжает в Уфу на тренировку. Сильная поддержка военнослужащим, оказывают помощь, развивают силы, качества физические. Все нравится. Ветераны занимаются спортом с профессиональными тренерами на бесплатной основе благодаря проекту «Сильные люди», который реализуют на грант главы республики. Наш проект дополняет государственную программу реабилитации ветеранов СВО. Мы выполняем задачи по их социализации, ресоциализации, спортивной реабилитации. Через наш проект прошли более 300 ветеранов СВО, и участников бывших, и люди, которые сейчас у нас. В ходе оглашения своего послания глава республики затронул еще одну болезненную тему – без вести пропавших солдат. Ради Хабиров обозначил необходимость создания постоянно действующей рабочей группы во главе с депутатом Госдумы Ириной Панькиной. На этой неделе она провела в Уфе прием с родными бойцов. Ради Фаридович Хабиров в своем послании Государственному собранию Курултая Республики Башкортостан поручил создать рабочую группу по поиску, мне доверил руководство этой группы. Это большая работа
с федеральным центром, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой, с Министерством обороны. Здесь работа выстроена уже на протяжении многих лет. Сейчас мы ее будем еще больше структурировать. Республика начинает реализацию еще одной программы, озвученной Радием Хабировым в послании. Речь идет о создании комиссии по сохранению памяти об исторических событиях и подвигах жителей региона во время специальной военной операции. На неделе глава подписал соответствующий указ. Руслан Драгореев, Азат Садреев и Шамиль Каримов. Итоги недели. Ради Хабиров поздравил с Днем российской науки ученых Башкортостана. Прямо сейчас они решают важнейшие задачи по обеспечению технологического суверенитета России, отметил глава республики. В этом им помогают передовые технологии, современное оборудование и разветвленная научная инфраструктура, которая создается в Башкортостане. Радует, что наши ученые трудятся на передовом рубеже, создают необходимые людям технологии и укрепляют научно-исследовательский потенциал республики. О том, над чем сейчас работают те, кто сделал науку делом всей своей жизни, в материале Анастасии Чебаевой. Кажется, что это у нас просто сажено. На самом деле это функциональные углеродные материалы, именно нанотрубки. Их истинный вид мы увидим только под микроскопом. Нанотрубки в 100 тысяч раз меньше человеческого волоса. Маленькие, но очень стойкие. А еще обладают исключительной тепло- и электропроводностью, за что их сейчас и любят в промышленности. Можем использовать для производства резины, чтобы в них не накапливалось статическое электричество. В автомобильной промышленности, да, например. Также мы можем их использовать как катализаторы в нефтеперерабатывающей промышленности или же добавлять в лакокрасочные изделия для придания прочности. Углеродные нанотрубки открывают пути к прорывным решениям в технике и энергетике. И понимая это, ими активно занимаются в нефтяном университете. Здесь же ученые решают и насущные проблемы, например, такие, как сделать дороги лучше. Вообще, на самом деле, это и есть результат нашей многолетней работы. Это уже готовый асфальтобетон, готовая рецептура. Специалисты долгие годы работали над созданием битума и асфальта, который дольше обычного продержится на наших дорогах. Сейчас осталось лишь подтвердить это испытанием на реальном участке в городе. И тогда, возможно, одна из двух бед России будет решена. Оценить именно масштаб во времени в реальном пока что мы не можем на 100%. Тем не менее, предположить за счет методик старения, которые мы производим также на битумы, можем с уверенностью сказать, что примерно на 7-8 лет дольше срок службы эксплуатации как битумов, так и асфальтобетонных смесей. Это сейчас все идет на федеральной основе за счет программы развития «Приоритет 2030». То есть у нас это исследование выведено в одно из основных положений. В федеральную программу «Приоритет-2030» вошли еще 4 вуза республики, среди них БГМУ. В лаборатории БГМУ идет масштабная работа, результаты которой помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями простаты и мочевого пузыря. Здесь ученые исследуют раковые клетки и клетки окружения опухоли. Именно последние способствуют прогрессии заболевания. Разбираясь в том, как они между собой взаимодействуют, какой у них транскриптом, какие у них особенности генов, мы сможем приблизиться к пониманию тому, как лучше с ними взаимодействовать. Исследования ученых помогут приблизиться к разработке персонифицированных стратегий лечения и ранней диагностики заболеваний. Дело в том, что ряд традиционных диагностических подходов не обладают достаточной чувствительностью и специфичностью, поэтому в настоящий момент весь мир бьется над тем, чтобы разработать более чувствительную тест-систему. Это поможет как на ранних стадиях, так и в рамках прогноза дальнейшего отклика пациента на терапию. Учеными БГМУ уже разработан препарат для более точной и ранней диагностики кардиологических заболеваний. А сейчас специалисты также ведут работу над проектом МРНК-вакцин. Новый вид, абсолютно новый вид терапии онкологических заболеваний, терапии заболеваний офтальмологических, которые начнут совсем скоро реализовываться в нашем офтальмологическом кластере. Это вот новый вид управления генетикой при
самых тяжелых болезнях, которые еще совсем недавно были неизлечимыми. Сегодня наша задача не догонять, а опережать. А вот в УНИТе лечат уже металлические детали. Сейчас сложные элементы создаются аддитивным методом, проще говоря, 3D-печатью. Но есть один нюанс. Свойства деталей не всегда соответствуют требованиям нефтегазовой или авиационной индустрии. Мы видим, что ее поверхность очень неровная. И, собственно, внутри вот этих более сложных деталей наблюдается также большое количество несплошностей, неровностей. Поэтому мы предлагаем обрабатывать эти детали так называемой электроимпульсной обработкой токами очень высокой плотности, которая позволяет частично эти дефекты залечивать и уровень этих свойств повышать. Есть и другие способы доведения деталей до нужных стандартов, но они дорогостоящие и энергоемкие. Ученые же УНИТа работают над более удобным, но также эффективным методом. Отсутствие здесь белых точек говорит о том, что структура стала более совершенной, что дефектов стало меньше. И о том, что наш образец искомый стал менее хрупким. И, соответственно, надежность нашей условной детали, она повысилась. И ради таких моментов они и работают, всецело посвящая себя любимому делу. Важна вот эта в какой-то мере творческая свобода, что ты можешь сам придумать план этого эксперимента, потом получить результат. Ну, это как в школе, когда вот задачку по математике ты решаешь. Когда ты наконец решил, у тебя там эндорфины куда-то прошли в небо. Я стал погружаться в это куда сильнее и заниматься как раз-таки научными исследованиями, в первую очередь для того, чтобы делать мир лучше. И сейчас, скажем так, воплотила часть моей мечты в жизнь и делаю что-то и полезное. Это лишь малая часть исследований, которыми сейчас занимаются башкирские ученые. На одни уходят годы, на другие – десятилетия. Научные разработки – это игра в долгую, но главный приз того стоит – право изменить мир. Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Жители Уфы все чаще жалуются на переполненные мусорные баки и импровизированные свалки во дворах. Рядом с контейнерами месяцами копится старая мебель, строительный мусор и автомобильные покрышки. Кто должен отвечать за крупногабаритные отходы? И как в Башкортостане сегодня решают вопросы с утилизацией и переработкой мусора? Обо всем по порядку. Анна Морозова. Контейнеры забиты под завязку, а один из них и вовсе перевернут. Возможно, именно поэтому складировать мусор местные жители начали рядом. Такая картина в одном из дворов на улице Рихарда Зорги, хоть и неприятная, но вполне привычная, рассказывают горожане. По словам уфимца Михаила Назарова, мусоровозы приезжают ежедневно, но уже к вечеру баки снова переполнены. Район большой и мусорка только одна. Если есть возможность как-то увеличить количество автомобилей, которые приезжают, я думаю, все будут искренне благодарны. А еще следует увеличить количество самих мусорных площадок, говорят жители города. Ведь 4-5 контейнеров, по их словам, просто не могут вместить отходы сразу с 6 многоквартирных домов. Аналогичная ситуация и на Первомайской. С тех домов несут, эти дома, конечно. А вывозят регулярно? Регулярно. Нет. Каждый день не вывозят. Еще одной весомой проблемой горожане называют крупногабаритные отходы. Рядом с баками могут месяцами храниться старые диваны, шкафы, унитазы, бытовая техника, оконные рамы, панели и многое другое. Водители мусоровозов, говорят уфимцы, такие импровизированные свалки игнорируют. Данный вид отходов у нас вывозится по заявке от управляющей компании. По заявке от управляющей компании мы предоставляем бункер 8-кубовый для погрузки. Соответственно, в течение определенного времени управляющая компания грузит весь крупногабаритный отход в этот бункер и подает заявку на вывоз. К крупногабаритным отходам, которые у нас входят в тариф, относятся это мебель, диваны, кресла. Так, например, на улице Софьи Перовской для крупногабаритного мусора на площадке выделен участок. Но, как пояснили в спецавтохозяйстве, выбрасывать сюда шины или строительные отходы запрещено. К числу твердых коммунальных они не относятся, а несанкционированные свалки вредят экологии. Для вывоза подобного мусора следует обратиться в специализированную компанию. Если же ремонт делает частная фирма, то в контракте о приемке работ можно заранее прописать этот пункт. Что же касается покрышек, то их можно сдать в пункты приема для дальнейшей утилизации. Всего в республике сейчас утилизируют более 45% отходов, в их числе и бумага. Переработка макулатуры популярна еще со времен СССР. Но теперь из нее массово изготавливают не только канцелярские или гигиенические товары, но и эко-вату. Используют продукт в строительных целях в качестве материала для тепло- и шумоизоляции.
Благодаря добавлению такого компонента, как бура, эковата обладает противопожарными свойствами. Так, если бумага сгорает буквально за считанные секунды, то произведенный из нее утеплитель и вовсе не горит. Сегодня такой экологичный и безопасный стройматериал из макулатуры пользуется большим спросом среди потребителей. В скором времени в республике также начнут утилизировать ткани. Завод по переработке текстиля заработает в поселке Макроусово уже к концу этого года. Волокна используются в мебельной промышленности, достаточно в машиностроительной промышленности и так далее, и так далее. То есть достаточно много, большое применение. И на сегодняшний день те же самые мебельщики, которые у нас производят диваны и другие, покупают в Белоруссии и везут оттуда, чтобы здесь как бы собирать матрасы. Да? То есть, поэтому говорить о том, что рынок большой, потребность имеется на сегодняшний день. Минимальное захоронение отходов. Именно такой цели планируют достичь в Башкортостане уже к 2030 году. Поэтому в республике разрабатывают все новые проекты по их переработке и утилизации. Пилотные объекты по утилизации органических отходов в животноводстве и птицеводстве. Пилотный объект по утилизации строительных отходов в городе Уфа. Планируется создание объектов энергетической утилизации как отходов органики от деятельности сельского хозяйства, так и мы сейчас рассматриваем пилотный проект по утилизации твердых коммунальных отходов с выработкой электрической энергии. Во-первых, это чистейшая экономика замкнутого цикла. Во-вторых, это сбережение земельных участков от размещения полигонов. Программа предусматривает и экологическое просвещение населения, потому что мы понимаем, что без осознания каждым человеком своей роли в области раздельного накопления и в области сбережения окружающей среды экономика замкнутого цикла не пойдет. А потому задуматься о своем будущем стоит уже сейчас. Ведь раздельный сбор мусора – это не просто бизнес, а реальный способ спасти природу. Анна Морозова, Шамиль Каримов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ради Хабиров на неделе встретился с музыкантами. Общение прошло в рамках часа креативных индустрий. Башкортостан активно включается в решение государственной задачи – увеличить долю креативной экономики в ВВП страны. Республика – один из лидеров направления. В регионе выстроена система поддержки по 16 ключевым направлениям – от цифровых технологий и анимации до гастрономии. О перспективах и возможностях творческой среды расскажет Динара Темасханова. Эйюла с хитом «Хомай» покорила не только Башкортостан, но и всю страну, собрав аншлаги в 2 десятках городов. Силу башкирской музыки коллектив доказал реальными результатами. Группа в топ-чартах, миллионы поклонников и республика, заявившая о себе на музыкальном пьедестале. Топ-3 Google запросов по миру. Это был вопрос, где находится Республика Башкортостан, кто такой Урал-Батыр, и Ренат, помоги мне. Перевод песни «Хумай». И перевод песни «Хумай». Тон встречи группы и других музыкантов с главой республики задан. Это творческий прорыв. Ради Хабиров провел диалог с артистами в формате часа креативных индустрий. Местом выбрали квартирник, творческую фабрику, открывшуюся в прошлом году. Здесь идет работа в студиях, есть уроки вокала и игры на инструментах. Все для тех, кто живет музыкой. Это пространство в квартирнике называется «Этнокабинет». Здесь собрана уникальная коллекция виниловых пластинок, в том числе с автографами звезд. Также представлена экспозиция из национальных музыкальных инструментов. Среди них даже оказалась гитара артиста Владимира Кузьмина. И эта площадка никогда не пустует. Здесь проводятся поэтические литературные вечера и, конечно же, мастер-классы по игре на национальных инструментах. Формат максимально камерный. Вместе за одним столом мэтры сцены, организаторы фестивалей и молодые таланты. Возможность задать неформальный вопрос или донести свежую идею напрямую руководителю региона делает такой разговор по-настоящему ценным. Я уже 2-й раз на этих креативных часах, а это прямое взаимодействие без каких-либо структурных лиц с главой, напрямую, когда ты можешь задавать вопросы, причем острые. Мне кажется, это очень достаточно смелый подход и власти, и самого креативного сообщества в этом взаимодействии. Это очень редкое, крайнее явление, когда мы за одним столом общаемся с органом власти, с руководителем разных министерств. В наше время, когда мы начинали, такого у нас никогда не было. Мы были сами по себе, делали то, что делаем, и никто не знал, что мы делаем. А сейчас
получается, мы встречаемся, общаемся и какие-то пути развития вместе прокладываем. Музыка – лишь одна из граней большого сектора, который сегодня называют креативной экономикой. Башкортостан в этом движении в числе лидеров. Подтверждение тому – собственный закон о поддержке отрасли, специально созданный фонд и даже учрежденный День креативных индустрий. Мы создали фонд поддержки креативной индустрии, куда уже в этом году мы заложили небольшую сумму денег, которую мы будем безвозмездно, как говорится, раздавать в условиях стартапа, по сути, так. Хотя, конечно, мы хотели бы, чтобы эти деньги, будем внимательно смотреть, чтобы эти деньги все-таки как дадутся, хоть они небольшие, но мы хотим понимать, что итогом этих денег будет какой-то продукт, который выйдет на коммерциализацию. Креатив не только экономика, но и возможности. Современные технологии дарят прошлому новую жизнь. Телеканал БСТ демонстрирует это, внедряя искусственный интеллект в создание контента. Благодаря нейросети зрители увидели обновленные архивные клипы в новогоднем эфире. Сфера масс-медиа, она меняется каждый день. Новые технологии, новые тренды, новые форматы. Поэтому приятно, что наши коллеги и на федеральном уровне это видят и оценивают. И самое главное, еще раз повторю, для нас важнее всего это любовь, признание и доверие наших телезрителей. Креатив меняет и повседневность. Например, через моду молодой дизайнер из Уфы Дилара Шаймиева создает одежду, в которую вплетает национальный язык, символы столицы и узоры, навеянные детством в деревне. Ее футболки и свитшоты – это личная история, ставшая брендом. А в планах открытия собственного магазина в центре Уфы. Это самые теплые воспоминания из детства, проведенные у бабушки в деревне. То есть я часто вспоминаю те образы, когда мы приезжали на сенокос, пили парное молоко, пасли коз и ели самый вкусный хлеб из печи. То, что начиналось как отдельные творческие истории, сегодня складывается в мощный экономический пласт. И каждый такой проект работает не только на цифры в статистике, он создает новый образ Башкортостана, региона, который заявляет о себе на креативном Олимпе страны. Динара Таймасханова, Артур Ханов. Итоги недели. Ради Хабиров поблагодарил актив институтов гражданского общества за их вклад в сложный для страны период. Глава республики отметил, что благодаря общественникам поддержка участников специальной военной операции носит постоянный и разносторонний характер. От отправки гуманитарных конвоев и сборов теплых вещей до духовной поддержки бойцов на передовой. Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу НКО, а также входит в топ-20 всероссийского рейтинга развития гражданского общества. Роль и значение институтов гражданского общества вас мы очень хорошо понимаем, очень высоко ценим. И я считаю, что за тот порядок, который в республике, общественную стабильность, решение многочисленных вопросов людей, которые не столь эффективно, может быть, решает государство, вы решаете. Поэтому первое, что я хотел сказать, конечно, вам огромное спасибо. За последние 3 года на социальные проекты некоммерческих организаций из Республиканского фонда было направлено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Роль институтов гражданского общества в Башкортостане высока, и работа по самым насущным вопросам продолжится. Основная задача Народного фронта, как была, так и остается, это контроль за исполнением поручений и указов президента нашей страны. В прошлом году мы провели порядка 50 мониторингов, опросили порядка 17 тысяч жителей республики, насколько комфортно, насколько реализуются национальные проекты. Поэтому мы будем продолжать эту работу. Общественная палата Республики Башкортостан также представила свой доклад деятельности за 2025 год. Мы говорим, и главным посылом для нас остается это работа с жителями Республики Башкортостан для выявления насущных вопросов и их дальнейшего решения. Стрельба в школе и нападение на общежитие в Уфе, патриотические сборы и новые технологии в медицине. События, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой расскажет мой коллега Эмиль Басариев.
В республике усилят меры безопасности в образовательных учреждениях. На этой неделе в Уфе произошло сразу 2 инцидента с нападениями. В 16-й гимназии 9-классник открыл стрельбу пластиковыми пульками из игрушечного автомата. Пострадавших нет, подростка задержали росгвардейцы. На место происшествия выезжал глава республики, который поручил детально разобраться с причинами случившегося. Под личный контроль Ради Хабиров взял и ситуацию, которая произошла накануне в общежитии медуниверситета. Туда ворвался 15-летний подросток и напал на иностранных студентов. Пострадали 6 человек. Нападавшего подростка также госпитализировали. На этой неделе глава Башкортостана встретился с уфимскими школьниками на сборах в парке «Патриот». Каждый день у ребят был расписан: стрельбы на полигоне, обращение с автоматом Калашникова, тактические игры, оказание помощи. Среди наставников люди с настоящим боевым опытом. Ради Хабиров рассказал о важности патриотического воспитания и призвал детей не поддаваться на провокационные сообщения в соцсетях. В республике 3 человека заразились бешенством. Опасное инфекционное заболевание передалось через укус домашними животными. Среди пострадавших есть и дети. Без своевременного лечения болезнь приводит к летальному исходу. Поэтому важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не забывать вакцинировать питомцев. Переносчиками бешенства чаще всего становятся лисы. С начала года было зафиксировано более полусотни обращений о появлении диких хищников вблизи жилья. Республиканская стоматологическая поликлиника освоила производство хирургических шаблонов для имплантации. Это своеобразный GPS-навигатор для хирурга, который обеспечивает ювелирную точность. Операция проходит быстрее, травматичность минимальна, соответственно, и восстановление занимает меньше времени. А вот в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней появился высокоточный роботизированный лазерный комплекс «Навилаз». Это уникальное оборудование для лечения заболеваний сетчатки глаза. Установка позволяет проводить лечение диабетической ретинопатии и других сосудистых поражений сетчатки. При этом риск повреждения здоровых тканей сведен к нулю. Далее авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафутдинова, в которой он подведет итоги недели и расскажет о ключевых событиях через призму своего мировосприятия. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите БСТ, не переключайтесь.